Трагическое мероприятие, посвященное 76-летию Победы, начинается с минуты молчания. В этот день не только радуются за подвиги предков, но и скорбят по тем, кто заплатил самую высокую цену за покой на родной земле. А это более 11 миллионов человеческих жизней. Черный камень. Что ж молчишь ты, черный камень? Разве ты хотел такого? Разве ты мечтал когда-то стать надгробием для могилы неизвестного солдата? В этот грустный и великий день здесь все собрались почтить бессмертные подвиги храбрых. В числе гостей глава региона, представители правительства, Народного собрания Ингушетии. Дань уважения павшим защитникам Отечества отдают на одной из главных достопримечательностей региона. На мемориале памяти и славы собрана не только трагическая история ингушей, но и героическая. Здесь увековечена память о храбрых ингушских воинах, которые легли на поля сражений во время Великой Отечественной войны. Этот монумент посвящен защитникам Брестской крепости, а, как известно, в их числе было несколько десятков уроженцев Ингушетии. На фоне руинных стен изображена фигура последнего защитника крепости Ингуша, лейтенанта Умадгирея Артагановича Барханоева. Всего на фронт в Великую Отечественную войну из Ингушетии ушли более 21 тысячи человек. Свыше 6 тысяч не вернулись. Их имена высечены на монументальных плитах мемориала памяти и славы. Это не просто подвиг, это бессмертный подвиг, поскольку они боролись за нашу свободу, за нашу независимость. Ценой бесчисленных потерь, страданий, горя, но победа была достигнута, и это было спасение не только нашего Отечества, это было спасение мира от страшной чумы 20 века. Это фашизм. День Победы не похож на другие праздники. Привкус горечи ему придает осознание того, что многие храбрецы не смогли, не успели увидеть мирные дни, то, за что боролись. В большинстве своем это были молодые парни и девушки, которые еще толком не успели познать всех прелестей жизни. شيمير الثاني مسل قويتش أربعين أمتي بخا مسو فرنتاش كدونا أمبيش دونا لهتابي بترانش. 9 мая по-настоящему объединяет всех и вызывает гордость за предков. Правда, победа над гитлеровским фашизмом была завоевана в тяжелейших условиях. Ирзбахан, шойвахар, таджаннарыш. Бесмоделыш, дяхи бахан литарыш. Лахтен адми вахар бахан, бессачи, там-то байнарыш. И самая важная часть мероприятия – церемония возложения цветов. Колонна направляется к вечному огню, где бессмертна память героев, защищавших Родину. Глава региона возлагает алые розы. Память о всех людях, не доживших до сегодняшнего дня. Сразу после церемонии возложения Махмуд Али Калиматов посетил музей комплекса жертвам репрессий. Там представлена тематическая выставка известного художника Евгения Кольченко. Воспоминания 8-летнего мальчика, будучи в таком возрасте, да, это уже его воображение, да, и реальность. Да, это и реальность, и то, что он пережил, будучи находившись в оккупации. История России знала немало войн, но самой жестокой и кровопролитной стала Великая Отечественная. Неоценимый вклад в победе над врагом несли ингушские представители. Правда, очевидцев страшных фронтовых дней становится все меньше. Их храбростью и самоотверженностью сегодня гордятся все последующие поколения. Диана Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24.